От белокаменной набережной Мухуса до колорита села Чегем. Дух и проза великого русского писателя, но певца Абхазии, как он сам и любил поговаривать, Фазиля Искандера окружают каждого жителя нашей страны ежедневно. Ведь и в строках сборника стихотворений «Горные тропы», и в небезызвестном Сандро из Чегема, и в трогательном, но смешном детстве Чика, и во многих иных произведениях ярко, колоритно, тепло и с любовью отражает Фазиль Абдулович быт и традиции республики, выраженные порой даже в незначительных деталях. Певец Абхазии творил, вдохновляясь родными просторами, воспевая их красоту и аутентичность. А теперь его примеру следуют молодые поэты и писатели, участники конкурса «Проба пера», который ежегодно проходит в Абхазском государственном университете в честь великого писателя. Про культуру, про красоту природы, про наши родные края. Конечно, я не могу также писать о природе, об Абхазии, но когда ты читаешь такое, ты понимаешь, насколько это вообще гениально. Прекрасный писатель, вдохновение. Я очень люблю таких людей, которыми можно, не боясь, похвастаться. Его произведения, они переведены на разные языки, в том числе и английский, и его знают, можно сказать, по всему миру. Я как человек, который также вырос в Сухуме, вот меня очень, когда я читал Сандро из Чегема, меня очень радовали разные сцены, написанные там, потому что, по сути, он описывает те места, по которым я прохожу сегодня. Ну, то есть по современному Сухуму. И я горд сказать, что это наш поэт, писатель. На конкурс было представлено 20 работ студентов самых разных факультетов и отделений университета. 12 из них были отмечены в различных номинациях, а авторы произведений, стихотворений, эссе, прозы поделились с нами подробностями отмеченных жюри работ, рассказали о своем творческом пути, планах и о самом важном для любого автора – вдохновении и мечтах. Кристина Мюсельмян пишет стихи, вдохновляясь поэтами Серебряного века. Немного смущаясь, она признала, что особенно зачитывается Анной Ахматовой и даже трубадуром революции Владимиром Маяковским. О конкурсе «Проба пера» Кристина узнала еще будучи студенткой первого курса и решила использовать этот шанс, чтобы поделиться с миром своим творчеством. Преимущественно все мои работы, как и, наверное, большинство стихотворений всех поэтов, посвящаются невысказанным чувствам, невысказанным мыслям. Это как личная запись, личный дневник и такой, используя оксюморон, тихий крик души. У меня сейчас находится на стадии разработки книга, уже половина ее написана, но, конечно, моя самокритичность не позволяет мне ее никак закончить. Это история про парня, который потерял память, и так получается, что он выходит к кораблю у моря. Здесь перекликается фэнтези-мир, и поэтому я надеюсь, что я когда-нибудь наконец-то доработаю свою работу и опубликую ее. Первое стихотворение Лонда Хагуш сочинила еще в 4 классе для школьного задания. В дневнике ее педагог написала «Будущая поэтесса», и предсказание сбылось. На конкурс девушка представила несколько стихотворений, центральной темой которых было самое возвышенное и поэтическое из чувств – любовь. Ее работа была по достоинству оценена за искренность поэтического слога, и Лонда поделилась, что подобная рецензия невероятно важна. Ну, во-первых, я вдохновляюсь людьми, природой, красотой природы, и поэтому мне именно чувство любви, оно ближе. И моя работа награждена как работа, которая обладает именно искренностью. Вот, поэтому для меня это самое приятное, наверное. Даниэла Абухба в своем творчестве тяготеет к темам, традиционно вызывающим у массового читателя как легкий испуг, так и искренний интерес. Она рассказала, что много пишет в жанре детектива и триллера, не забывая и о драматизме. А начала девушка свой творческий путь необычайно рано, всего в 10 лет. Уже в 20 лет Даниэла опубликовала свою первую книгу, написанную на английском языке с последующим переводом на русский. Книгу можно найти на платформе Литрес, но, по словам молодой писательницы, ожидается и презентация ее работы. Работа моя называется «Тень». Она о человеческих страхах, о человеческих печалях, о том, о чем ты жалеешь, но не можешь себе в этом признаться, как это тебя гнетет. Я часто смотрю кино, читаю различную литературу, в которых персонажи совершали ошибки, и я вдруг подумала, а что чувствует этот персонаж, когда понимает, что в его руках находится чья-то жизнь. Проза у меня в основном больше ориентируется на драматические чувства, не уходя в мелодраму, а с уклоном в детектив и триллер.
Эта книга — детективный роман. Если не спойлерить, то она о двух братьях, о вреде фанатизма. Александр Габуния посвятил конкурсное стихотворение «Вражде двух друзей», заканчивающееся, увы, трагично. Его вдохновляют драматичные, эмоциональные и патетические истории в литературе и кинематографе. Молодой автор скромно не называет себя поэтом, хотя признается, что мечтает написать книгу об Абхазии. Фильмы, которые я смотрю чаще всего, и книги, которые я чаще всего читаю, они больше связаны с такими драматичными криминальными историями. Я вдохновлялся именно им. Я являюсь гражданином Республики Абхазия, являюсь патриотом, и я хотел бы написать роман, по большей части связанный с Абхазией, но только он замаскированный в, так сказать, маске выдуманного мира. Как отметила Елена Кабахия, старший преподаватель кафедры истории, русской и зарубежной литературы АГУ, конкурс «Проба пера», проходящий в рамках искандеровских чтений, всегда привлекает внимание студентов и сотрудников университета. Ежегодно количество заявок растет. Перед началом церемонии награждения победителей конкурса Елена Кабахия объявила о старте «Пробы пера 2025». Мы сегодня объявляем новый этап конкурса. Опять все факультеты будут уведомлены о том, что у нас этот конкурс состоится. И мы ждем ваши творческие работы. А вообще, на самом деле, удовольствие это читать. А по завершении торжественной части молодые, творческие, талантливые, яркие ребята декларировали стихи собственного сочинения и благодарили педагогов за всяческую поддержку. Вы возомните лица дедов наших и их матерей. Представьте, что та самая птица, свободы не видавшим, молит. Убей меня, меня убей. Нет жизни мне в чужих краях. И смысла нет среди тех дней, что крылья держат в кандалах. Сараура яудырос рейпшин. Хайнавым, а ты шахабжуп. Уара сараз дышта урейпшин. Ей ласкай, а движется ларгацру. Искуала хюцим яша, и самша сышна на гузворовахи. Уажу сарасам его дали. Сзагиш вам состахамрахи. Сатоум цансгуаца чаехас. Шта урауда сцалует. Избану гзарсам вечуцу. Уям веч, зыкчуц не хвалует. Рада Чачава, Торника Амичба, Абаза ТВ.